Не могу видео пока найти. У нее есть регистратор, но момента аварии найти в нем пока не смогла. Рассказывает, ехала от Ямашева в сторону Чуйкова в правом ряду. Из одного из дворов перед ней стала выезжать иномарка. За рулем сидела девушка. Той надо было повернуть налево, это здесь разрешено. Моргнула дальним светом, предупреждая, чтобы маневр не начинала, не успеет. Но реакция водителя иномарки была обратной. Она как бы видела меня. Сначала не выезжала, мы начали подъезжать ближе, она уже до середины доехала. Мне пришлось ее объехать, я выехала навстречу и завернула, меня занесло, я врезалась. Если бы этого не сделала, то врезалась прямо в водительскую дверь иномарки. Какие были бы в этом случае последствия, не хочет даже предполагать. Всему произошедшему была масса свидетелей. Одни остановились узнать, не пострадала ли автоледи, другие помчались за иномаркой. На въезде через 2 двора, на въезде во двор мы ее догнали, подрезали. Однако все претензии к себе водитель иномарки отвергла. Столкновения не было, машины не видела, помех никому не создавала. Ее догнали, то есть она свою вину не признает, говорит, что я ничего не видела, я ничего не знаю. Что делать теперь, не знает водитель «Лады». Ее машина хоть и на ходу, но все равно сильно пострадала. Компенсации за забор пусть и выплатит страховая компания, но у нее самой страховка сильно подорожает. Но обиднее всего быть без вины виноватой. Столкновения не было, и формально в происшествии виновата она сама. Запись момента происшествия в регистраторе так и не нашла, хотя есть все до аварии и после. Но при этом очевидцы готовы подтвердить, что путь ей преградила выезжающая из двора машина, и сообщили номер автомобиля. Теперь последнее слово будет на разборе у автоинспекторов. Рамиль Шайдуллин, Константин Бушуев. Вызов 112.